краевед, а также кандидат на пост главы Кувандыкского района Оренбургской области, поскольку ныне Альфия проживает неподалеку от Башкортостана, соответственно, в соседней области. Альфия, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, так, про звук пишут наши зрители. Да, звук вернулся. Ну, видимо, я должен повторить наше приветствие. В гостях программы «Аспекты мнений» сегодня общественный деятель Альфия Озенбаева. О себе Альфия пишет, что она на сегодняшний день политаналитик российских тюрков Каспийского бассейна, краевед, а также кандидат на пост главы Кувандыкского района Оренбургской области. Вообще Альфия известна в журналистской, в общественной среде Башкортостана как активистка именно Башкортостана. И с некоторых пор вот вы, получается, переехали и прямо сейчас кандидатом являетесь? Или это как бы опыт недавнего времени? Давайте с этого начнем. 10 октября 2024 года прошел конкурс на пост главы Кувандыкского района, где я участвовала. Естественно, это было такое спойлерское участие в конкурсе, потому что в Оренбургской области мы до сих пор ни одного мэра, ни одного главы автохтона не увидим. Угу. А там назначение тоже происходит депутатами? Это же не прямые выборы людьми, правильно? Именно ситуация в Кувандыке была прям такая спорная, и был именно выбор. То есть прямое голосование граждан? Нет, прямое голосование депутатов. Депутатов все-таки. Да. Ага. Так, под автохтонными вы имеете в виду коренное население, которое исторически проживало на этой территории, то есть башкир? Да. Кувандыкский район до 1930-х годов он был Башкурдистаном. Угу. И у нас была единая граница с Казахстаном и Башкурдистаном. Вот. Это такое же новообразование. 90 лет Оренбургской области сейчас отмечают. Такое же образование, как на сегодняшний день, как образование ЛНР и ДНР. Угу. То есть только это было немножко раньше. Поэтому... аналогии есть, нам они понятны. Давайте будем постепенно разбираться. Поясните, пожалуйста, а в связи с чем вы все-таки из такого канонического Башкортостана, скажем так, решили переехать в Оренбургскую область? Для меня Оренбургская область до сих пор исторически Башкортостаном, поэтому для меня не было разницы. Это понятно, да. Имею в виду формальные какие-то причины. Может быть, личного характера, может быть, вы не объясните, это не обязательно, по желанию. Я, наверное, просто поясню, что я лет 10, наверное, сюда каталась как краевед, нам было очень интересно, и, во-первых. Во-вторых, мы же в проекте «Исторический Башкортостан. Укрупнение регионов», который озвучивает сама Валентина Матвиенко. Угу. Укрупнение регионов. Поэтому, когда Руслан Габасов говорит, что общественники молчат в Башкортостане, да, последнее его видео, я у него, кстати, в черном блоке, в черном списке, как и у Руслана, как и у Фаила Алсынова была в черном списке последние годы, потому что они же против укрупнения регионов шли. Так. Проекта. И мы тут не договорились ни с Дильмухаметовым, ни с Габасовым, ни с Алсыновым, потому что они видят проекты и Дель-Урал, и Уральская республика, а мы видим только исторический Башкортостан, и он уже существует как бы столетней давности, Башкурдистан под названием. Поэтому я сюда заранее засела, то есть я вижу предпосылки того, что будет проседать экономически Уфа, и Казань, и жизнь будет протекать именно на юге России. А вот юг России – это как раз вот Оренбургская область. Я заранее переехала, что можно так сказать. Угу. Понял, интересно. А насколько вы там, скажем так, уживаетесь с системой, да, учитывая те идеи, которые вы транслируете, уже успели озвучить вот прямо в эти минуты, есть основания полагать, что там не рады, скажем, вашему присутствию и могут вставлять палки в колеса, могут как-то преследовать? Вы тут прям в точку надавили на любимую точку, да? Да, тут же оренбургское казачество, тут и русские общины, тут, скажем так, скинхеды 90-х, они зашли Теперь они во власти. Правоохранительные органы, и тут чествуется, если у тебя в машине стоит имперский флаг, например, да,
То есть тебе уже гаишники не остановят, то есть какие-то льготы, послабления, если у тебя... Ну, то есть это мне... Ну, меня подвозил таксист, вот он... То есть мы спросили, что за флаг, и вот он так поясняет, как бы есть такие вот послабления. Ну, то есть отказать, это же тоже как раз один из проектов Российской империи, поэтому им тут зеленый свет везде. То, как меня представляли в телеграм-каналах, там Оренбургский Кувандык, там на конкурсе, что я копаю тоннель между Башкортостаном и Казахстаном, чтобы объединить вот два тюркских народа. То есть, хотя в моем лице практически, наверное, национальный культурный код башкир и казахов баймакских башкир. Да? То есть я подчеркиваю, что юго-восточный башкир, мы немножко отличаемся от северо-западный башкир, то, что у нас национальный культурный код очень похож с кыргызами, казахами, каракалпаками. Поэтому мы не совсем прям исламизированы, то есть у нас еще доисламское мышление, доисламский как бы философия выживания человека в природе, да, существует. И вот как раз, если сказать, по моей последней поездке в Казахстан, у них поднимается город Туркестан. Его будет выстраивать как духовный центр тенгрианства, то есть до исламской религии, противовес другим конфессиям и вероисповеданиям. То есть все же имеют право быть и существовать, и сохраняться, если... И вот такой же духовный центр мы на сегодня видим в Кувандыке для башкир. Если мы видим, что Уфа – культурная столица Башкортостана, Стерлитамак – Салават – промышленные города, Оренбург – это дипломатический узел Башкортостана, да, то Кувандык – духовный центр башкир. Для нас это такой расклад. Очень сложная тема в том смысле, что, опять-таки, вот мне-то одно дело на эту тему рассуждать, да, а другое дело вам, которые находятся на территории Российской Федерации. Поэтому, опять же, вот как вы себе это представляете с учетом тех реалий, в которых мы находимся? Жесткая вертикаль власти в стране выстроена. Все разговоры о том, можно ли что-то менять, нельзя ли что-то менять, они исключительно опускаются сверху вниз. Снизу темы поднимать нельзя. Любые какие-то темы, идущие вразрез с госполитикой, быстро преследуются, навешивают экстремизм и далее по списку. Вот насколько, опять же, вы можете на эту тему говорить, давайте попытаемся. Какие прогнозы на эту тему? Ну, то есть, одно дело рассуждать о том, что Кувандыкский район – это исторический Башкортостан, и это правда. Другое дело говорить, что рано или поздно это вновь станет территорией Башкортостана. Ну, укрупнение регионов сама Валентин Матвиенко последний раз озвучил 24 апреля 2024 года. 24 января 2024 года Хабиров был в Астане. Так. То есть они все равно... И стратегический партнер. Да, господин Такаев высказал, что Башкортостан – это стратегический партнер для Казахстана. То есть все равно мы как бы по своему этническому происхождению, по своей культуре, по своей истории не можем отделяться никак. И Башкортостан как бы внутри России тоже он не способен. Поэтому, когда кто говорит проект Башкортостан, он живучий, я говорю, он не живучий, это колония, поэтому он должен вырываться и выливаться как раз в проект, который будет предлагать сама партия «Единая Россия». Она же сама озвучила, что укрупнение регионов требуется. Но ведь она, скорее всего, говорит про укрупнение совсем не под флагом Башкортостана, а, скорее всего, о делении страны на губернии, я могу предположить. Вроде как об этом речь, а не о том, чтобы увеличить территорию национальных республик. Это вообще не ложится. Автохтонно заявляться на это. Почему нет? Ага. Мы имеем право высказать свое мнение. Ну, а кем они нас потом посчитают после этого, это уже их как бы... Ну да. А наше дело бороться, как говорится, за свои ценности и за свои принципы. Бороться. Наше дело предложить. Хотя бы предложить. Ну да, о борьбе речь не идет. Принять проект укрупнения регионов, но мы предлагаем на фоне исторического вот этого всего как бы сотрудничества. Потому что если... Я вот как бы в Казахстане бываю, там периодически и вижу, что если машина заезжает российская с Z-эмблемами,
или В, то там уже таможники на них смотрят не совсем как на адекватов, и тут же вырывают. И, то есть насколько казахи на сегодняшний день прям нацелены международные и дипломатические отношения, к ним заходишь в какой любой офис, они спрашивают казахсташ силергамы, рушамы, то есть на русском или на казахском. То есть они очень гостеприимные, очень дипломатичны, но когда вот это идет русско-имперская токсичность, это прям будет жестко. И поэтому если как бы в наше время сейчас падение экономики, да, по всем известным понятным причинам, и я вижу, как российский бизнесмен заходит в банковскую систему, чтобы открывать свои счета, визы там и всевозможные там карточки, да, чтобы пользоваться казахскими банковскими услугами. Многие Токсичность пользуются. должна как-то уйти, да. И в этом плане они не смогут обойти как бы башкир. И если они видят, что тут российских тюрков, не только башкир, да, и татары, и это не считает Российская империя, то смысл с ними диалог и дипломатию создавать с этой Москвой, как бы. Это уже Кстати, вы упомянули, вот, опять же, говоря про Кувандыкский район, в нашем предварительном разговоре, казачество, да, так называемые яицкие казаки, как я понимаю, да, ведут свою активную, скажем, деятельность, особенно на фоне так называемой СВО. Я смею предположить, наверняка они особенно активны. Как с этим дела? С новобранцами? Вот мы знаем статистику по Башкортостану, она не очень радует. Мы понимаем, что мы лидеры по погибшим. Как у вас с этим дела обстоят? ну, тут никому не секрет, можно в общих пабликах, вот Орск подслушано, Оренбург подслушан, смотреть, как казачество выезжают, призывают, зазывают. Они уезжают, потом они возвращаются, новобранцы там остаются. И так несколько раз, да, то есть... То есть казаки сами не воюют, они, грубо говоря, собирают новобранцев, отвозят и возвращаются за новой группой, так получается? Я вот типа этого усекла даже на фоне Орска, потому что в Орске зазывают как раз этнических тюрков, там казахи, башкиры, татары, которые прям экономически в яме глубокой сидят. Как бы есть такое. Поэтому, а что им в аулах делать? Вот они их зазывают. Эти соглашаются. Добровольно причем соглашаются порой. Поэтому... Ну, да, но формально это все добровольно, конечно. То есть люди Ну да, подписывают экономическая контракт. нищета, получается, вытаскивает людей из бороться. То есть экономически вот, деревня там чувствует себя примерно как на юго-востоке Башкортостана или еще хуже? Хуже. Хуже. Мгм. Ну и для людей нет другого выбора, получается. Ну, то есть они так думают, что другого выбора нет, и соглашаются подписать этот самый контракт. А погибших... Руслан, скажите, пожалуйста, вы понимаете, вы когда-нибудь в Оренбургской области вообще были? Я был, я, кстати, ну, как минимум проезжал эти Когда? места. По дороге из Оренбурга в Баймак я ехал, посетил вот район, родину Черномырдина, как он там называется-то? Саракташ. Саракташ и, собственно, музей. Ну, в общем, места мне понятны, и визуально я это все себе представляю. Так, Сколько вопрос лет к назад? чему? Это было за месяц до отъезда в 22 году. Угу. Ну, Саракташский район, он считается более прорусским районом, поэтому там, где школы, русские школы и фельдшерский пункт, и сельсоветы, там есть и асфальт, и интернет, и это. А там, где Ага. Кувандыкский район, ближе к Башкортостану, там нет дороги, особенно нет межрегиональных дорог между Башкортостаном и и Оренбургской областью. Какая-то часть дороги все равно будет без асфальта, и это в компетенции Государственного управления дорожного хозяйства Оренбургской области, ГУДХО называется такая организация, и они обязательно, вот, чтобы башкиры между собой не общались, чтобы оренбургские башкиры и башкирские башкиры не общались, башкортостанские башкиры не общались, получается, не кладут асфальт. Там просто какая-то диверсия, да, вот, чтобы чтобы этника вот не взаимодействовала, и чтобы, ну, это же все равно не играет для нас никакой роли. Мы все равно общаемся и катаемся, нам деваться-то некуда. Самолетов у нас нет, вертолетов нет.
Но, Ну, тем не видите, менее, это делаете вы, кто неравнодушен, кто действительно стремится эти связи налаживать, а все остальные, кто идут по пути наименьшего сопротивления, нет дороги, ну и ладно, поеду в Оренбург лучше, ну, условно говоря, да, там на выходные по наверняка. Оренбургу там как раз асфальт и есть. Уфа-Оренбург там Поэтому хороший. поедут в Оренбург, я о чем и говорю, то есть куда проще Правильно, поехать. да. Все И понятно, да. Здесь политика, да, добавляйте, ага. да, по поводу, вы сказали, что мобилизация, да, вот. Ну, я как-то тему СВО вообще не затрагиваю, просто время от времени слышу. А, Есть же тут в Челябинской и Оренбургской областях есть такие деревни, которые только башкирские деревни, там даже русских не живут. Как бы. И Да. туда приезжали Курултай-башкир вместе с военкоматом Хайбинского района, а Хайбинский военкомат – это филиал Сибайского Мгм. военкомата. И вот они зазывали в башкирские деревни Кувандыкского района и зазывали на мобилизацию с Башкортостана, ну, под видом вот опять культурного национального кода, что вот вы башкиры, давайте за башкирскую это будете мобилизацию. А что, ну, тут уже все, кто хотел, они уже ушли. Что-то, Ну да, поэтому, ну давайте типа в батальон Шаймуратова, условно, раз вы башкиры, вам лучше в него идти, да, видимо, вот так это рассуждают. как раз, да, немножко притягивает наш национальный культурный код, героизация и вот через пиар таким Мгм. образом. А вот скажите, вот работает же действительно, сейчас во главу угла пропаганда ставит участие башкир в имперских войнах, ну, в частности, в войне там 812 года. Вот, башкиры исторически воевали, северные Амуры, там, значит, Суворов, там, Любезар, вот это все. А давайте, значит, продолжать вот эту замечательную традицию. Насколько это откликается в умах, на ваш взгляд? Ведь действительно есть определенный процент, кто это считает главным достижением прошлого. Вот насколько доля таких людей среди коренных башкир, среди простых башкир велика, по вашему мнению? Ну, башкиры вообще такой народ, они участвовали во всех конфликтах Российской империи. Даже мой предок взять, если Алдар Тархан, он же тоже с Петром Первым пошли вот Кавказ брать. Это мой Угу. предок, я его 11 колено. Я по матери, по отцу, потомок Алдар Тархана. Поэтому я как-то озвучиваю немножко исторически не только до 1812 года, И потому что дальше, да, у еще нас в 100 лет. семье это, да, в семье у нас это уже обсуждалось с детства, поэтому оно впиталось мне как национальный культурный код, плюс еще история, плюс еще генетика, еще что-то выстреливает то, что с семейных Угу. разговоров. Поэтому я не только потомок Алдар Тархана, я еще и наследница его материального и нематериального наследия, как я заявляюсь в исторических Угу. кругах. Поэтому немножко Это да, хорошо. аристократия Ну, то есть, башкирская. знаете, о чем говорите? Ну, на мой взгляд, вот это же сейчас то, что так происходит, вот как мы говорим, это же не очень хорошо. То есть, ну, должны же все-таки, наверное, как-то понимать, наши соотечественники, сородичи, все-таки в чем истинная их, я не знаю, ценность, предназначение, да? То есть скорее все-таки участвовать в том, чтобы защищать права собственного народа, нежели интересы метрополии. Стирание памяти, манкуртизация, советизация, русификация народов – это же тоже как родовая травма, да, можно сказать, народа. Поэтому вот башкиры, они, да, все ушли туда, куда хотели. Даже мои братья. Вот у меня 3 брата погибло. У меня, получается, 2 из них вообще не оставили даже своих потомков. То есть мой род потерял в их лице. У меня от 2 братьев у меня нет больше ни племянников, я не дождусь. Как бы это такая боль немножко. Это личная даже боль, получается, Ну да, история. это лично мы там на аятах читаем молитвы, там как бы собираемся. Мгм. Ну, надо отличать башкир от башкортов уже. Потому что башкорты, они сохранили свою чингизицию, свою аристократию, свою РУ, родословие и как бы свою историческую, как бы, ну, то, что мы Асаба, да, то есть мы Башкортостан. А башкиры, они же в основном, они под федерализм идут. Вот, ну, почему мы даже с Русланом общий язык не находили, Габасов? Потому что он трактовал, что он за федерализм. Ладно, он сейчас проснулся там за границей, как бы, да, что мы как-то, мы не говорили, что мы что-то против, мы латентно просто наблюдали всю эту позицию. Но когда пошел крупнение регионов, как Валентин Матвиенко озвучил, и партия «Единая Россия», это был как бы окно
возможностей, что мы можем заявиться. Мгм. Случится это или не случится, но мы заявляемся. Почему нет? Да-да, не мы придумали, это вы сами тему подняли, ну давайте поговорим. Да, я понимаю. Мы тянем к круглому столу. Даже если казаки даже вот токсичные, пусть даже они подойдут, и мы можем обсудить это за круглым столом дипломатически. Почему нет? Мгм. Мы это с казахами обсуждаем в Оренбургской области потихонечку. Кухонный застолье, потому что Казахи, я так понимаю, эту идею разделяют, поддерживают. но они говорят, Оренбург – это Казахстан. Ага, ну у них, да. Вот как бы не пришлось со временем спорить с Казахстаном на тему того, а чьи же все-таки? Пусть сначала все это разберемся. Демаркация земель 5 лет назад прошло уже, демаркация границ между Казахстаном и Россией с участием Китая. 5 лет назад оно уже произошло, поэтому, и, по-моему, в Сибири одно озеро ушло прямо на территорию Казахстана. На что мы аплодировали и казахам. Насчет Оренбурга мы обсудим. Ну ладно, да, вопрос отдельный. Знаете, тему Баймака хотелось бы обсудить. Баймакские события, которым год на днях исполнился. Это боль общая наша. Я, пользуясь случаем, сообщу еще раз зрителям, что в четверг планируется большой стрим совместно аспектов правозащитного проекта ОВД-Инфо в помощь задержанным, части, по крайней мере, задержанных. Будем собирать деньги на адвокатов. Вот, следите за анонсами. Ну а к вам вопрос, как вы вообще расцениваете эту историю? Есть ли в этой истории виновные среди обычных людей? В поиске этих виновных мы заметили многих активистов на протяжении прошлого года. Или здесь вообще глупо искать виноватых среди своих, условно говоря? Это все спровоцировано верховной властью. Вот какова ваша оценка всей этой истории? То, что спровоцировано, вы правильно сказали, что посылки провокации были. Я сейчас начну с самого начала, как мы пересеклись с Фаилом Алсыновым в 2023 году. Это август месяц, на мероприятии Башкорт-Аты Баймаки. И он говорит: Альфия-апай, на меня завели уголовное дело. Это был август 2023 года. Да, завели на него уголовное дело, по-моему, не в августе, а в октябре. Подождите, в мае же начал... в мае был сход, а в августе... Ну ладно, сейчас я не буду врать, насчет даты не скажу. Продолжайте, ладно. В Ишмурзино я как раз выехала, но я не доехала, потому что меня дома грабили. Именно в этот день у меня сработала сигнализация, мне пришлось вернуться. Я с полграницы вернулась обратно в Оренбургскую область. Было ли это специально намеренно, кто его знает, но тем не менее. Я не поехала на Ишмурзино. И были на мероприятии Башкорт-Аты, с Фаилом переговорили. Фаил говорит, на меня будут заводить дело. Я говорю: Фаил, ты мальчишек подставишь. Не зазывай никого. Ты мальчишек подставь. Ты лучше ко мне приедь, говорю, давай пообщаемся здесь в Куандыкском районе. Ты хотя бы на ИИК съезди. То есть башкиры, которые до исламском периоде Урал-Батыр почитают, это как башкирская Библия же. Урал-Батыр эпос – это башкирская Библия, я ее так и называю. Сакральная книга, и там написано про реку Яик. Я говорю, вы башкиры, которые никогда не были на Яике. Вы хотя бы приедете, посмотрите, давайте я вас свожу, экскурсию повожу. Говорит, Альфия-апай, я не могу. Ладно, не могу. Я говорю, ты пацанов подставишь, если ты просто-напросто поедешь. Будешь зазывать. В итоге они все-таки ребят зазывали. А зазывали куда? Не совсем понял. На тот момент куда их нужно было зазывать? На суд уже. Типа группу поддержки. Понятно. Да. Когда я уже видела. В своих маленьких пабликах я, конечно, свое мнение сказала. Я говорю, вам не стоит там показываться. Я могу туда поехать только в качестве наблюдателя. И то я туда не собиралась уже, естественно. Потом, когда все случилось уже, я я провела аналогию, что такие же избиения и пытки были после убийства прокурора Карачурина. В Сибае это баймакские события, и как они избивали ребят после баймакских событий в сибайской полиции, это было повторение
после убийства Карачурина, прокурора. Мгм. А его убили в день выборов, подсчета голосов Андрея Геннадьевича Назарова, когда он выдвигался в Госдуму. Мгм. Это 2003 год, да, получается? Те самые Да. выборы мощные. Получается, у нас до сих пор силовиков не призвали к ответственности за то, что они избили полгорода моих ровесников в то время, и мои братья тоже там немножко, как бы, их тоже поймали на улице, избили и отправили, и так было несколько раз за время пребывания в Росгвардии тех лет. Ну, Вот это почти же как благовещенские события были, да, вот в Башкортостане в те года, помните? Это да, было... это один год. Нет, чуть раньше, чем Благовещенск, Да, получается. нет, там была какая-то разница времени. И вот получается, да, и вот кто на аутсорсинге женщины, им же потом практически психологическую помощь надо было оказывать после тех баймакских пыток, которые устраивали в полиции Сибая. Они же не могли нормально как бы работать. И говорит, там заходишь в здание, там воняет и кровью, и чем только не пахнет. То есть такие запахи, там это страх такой. Пыточные камеры никто не отменял со времен Российской империи. Ага. Ну, то есть это, по сути дела, такой проброс в нынешние времена в адрес нынешнего руководства, да, региона, если так можно порассуждать на тему тех событий. Ну да. Угу. А вот я понял, да. Дискуссия, знаете, есть у нас определенная опять же, части активистского сообщества. Она началась и продолжается с 15 примерно января прошлого года, а может быть и раньше. Я что имею в виду? Часть общества обвиняют во всех смертных грехах исключительно региональную власть, там, Радия Хабирова и его команду. Ну, вспомним Ильдара Юмагулова и его линию, что вот смотрите, давайте, значит, уберем вот Хабирова, и у нас все будет хорошо. А Путин, Кремль, молодцы. Царь хороший, бояре плохие, давайте разбираться. Но есть другая точка зрения, что это все не так, это все звенья одной цепи, и нельзя их ни в коем случае делить. Но я, известно, сторонник второй точки зрения. А вы что думаете по этому поводу? Ну, как там? Рыба гниет с головы? Ну да. Смысл? А деятельность... Ага. Давайте немножко про Хабирова вспомним, что при Владимире Владимировиче Рахимове, да, тот же единорос Ради Хабиров, он же из Башкортостана, мы же до сих пор помним, что он сбегал из Башкортостана в багажнике. Ну да. Ну, это как немножко аналогия с Керенским, да, в юбке убежал из Российской империи, да, временного правительства, руководства. Ну, вот он то же самое. Ну, получается, у него и вот немножко не стыкуется вот Хабиров, который убегает в багажнике, спасая свою, все остальное, заднюю часть. И сейчас он героизируется там среди мужчин настоящих, воинов, да, и авторитет его немножко, наверное, должны понимать настоящие мужчины, кто есть кто. Ну, тут сомнений никаких нет, да, понятно. Смотрите, а все-таки вот это вот разделение мнений, скажем так, да, тот же активист Ильдар Юмагулов, наверняка вы пересекались, да, как говорится, в одном поле так или иначе действовали. На ваш взгляд, с чем продиктована вот эта его позиция, и более того, не просто позиция, но и активная агитация в этом направлении? Нельзя сбрасывать со счетов его канал, где довольно много зрителей было, пока он его вел, по крайней мере. Но сейчас вроде проблемы со здоровьем, как говорится, пожелаем выздоровления. Вот. Но все-таки деятельность довольно мощная, надо признать. Ой, сейчас скажу. Он возомнил себя лидером Баймакского района, и даже на мероприятии, где вот какие-то были, они же не давали выступить ни мне, ни Наиль Маратовичу Бекушину, который Картбуре звали, да, вот, а он же очень такой идеолог и политолог международном уровне. Им только Фикрет Шибанов, наверное, только ему подстать был. Конспирология. И вот насколько они же не давали. И даже если начинали выступать, все время, то есть другим временем не ограничивали, а нам ограничивали. То есть поэтому
более дальше, и мы не стали уже в Башкортостане зацикливаться, и я переехала сюда. Ну зачем? Здесь в Оренбурге никого нету из общественников Башкортостана. Ну, Я как бы конкуренции нет, конкуренции. это разве хорошо? Там все-таки больше, скажем так, движухи, используя современную терминологию, а здесь конкурентов нет. Ну ладно, как говорится, тут не мне судить. Значит, получается, вы отрицательно оцениваете деятельность Юмаглова, если я правильно понимаю. Я его не осуждаю, я туда не лезу. Ага. Он молодец, потому что по экологии поднимал тему. Да, экология – это вот прям бич, конечно. То, что если заходит какое-то месторождение, это нужно сразу учитывать мнение жителей, которые желательно переселить. Вот если когда строился карьер Сибайский, вы Сибайский карьер помните? Я над ним прям пролетал даже. Да, под ним же где-то 7 пунктов населенных. Там располагались 7 населенных. Один из них Карагай. Моя как бы мама там росла. И вот поселок Карагай, их переселили в поселок Горный потом. То есть им обеспечили земельные участки, выделили, их там перевезли. То есть и карьер зашел работать. То есть, а почему, например, Подольское месторождение вот на сегодняшний день в Хайбинском районе, вот, где Буранбай-Аскар выступал, они же тоже могли как бы по-человечески людей расселить спокойненько, а потом уже заходить. Но они же этого не делают. Кого-то переселили, кто ближе к кормушке, а кто-то остается, как хотите, так и переезжайте. То есть онкология, грязная вода. Да, ну тут вообще это не новость. Понятно, мы в курсе того, какая там экология, и тут действительно никаких сомнений нет, что экологическая деятельность того же Юмаголова – это правильно. Другое дело, какие делать из этого выводы, кто в этом виноват, как говорится, и какие реальные должны быть действия для того, чтобы это все предотвратить. Это вот вопрос. Вы, кстати, какие видите выходы из этой ситуации с точки зрения экологии? Ну, промышленность – это основная деятельность башкир, металлургия, карьеры. Но это должно быть с учетом мнений автохтонов и обязательно рекультивации, а не так, как вот забросили, и там все, скот пропадает, и все на свете, все, что происходит. Обязательно рекультивация, обязательно экологические сборы, обязательно контроль природоохранных органов. А не так вот. Почему укрупнение регионов проект хорош, да, если, например, заходит Челябинская область и Оренбургская область. Сейчас я вам объясню. Башкортостан остается ресурсным. Карьеры, месторождения – это все и фабрики, да. Руда отправляется в Челябинскую область, там, где черная металлургия, да, металлоплавка. И в Оренбургскую область, например, Медногорск город. Это Куландыкский район, город Медногорск. Она столица цветной металлургии. Получается, плавка здесь. А золото плавится под Екатеринбургом, город Верхняя Пышма. То есть плавка железа, сталь находится вот в приграничных территориях, а башкиры могут сказать пустая руда. То есть, и получается, по факту, по сути, не зря Диана Демидова, тоже как по экологии, да. Она поднимала вопрос, что за время 25-летнего Российской Федерации на территории Башкортостана, да, пробирная лаборатория не показала ни одной унции золота по добыче в Башкортостане. Ага. Вот что. То есть добыча золота в Башкортостане была очень спрятана лет 25, мы не знали. Ну, то есть золота типа нет, но мы его добываем. Да, почему-то шахтеры работают, причем на маленькую зарплату относительно. Добыча идет беспрестанно, но прибыль не для вас. Понятно. Знаете, еще одну тему внутри башкирского, скажем так, противостояния хотелось бы затронуть. И вы упоминали до нашего разговора, и вот пишут в чате по поводу Айрата Дильмухаметова. Например, не секрет, я публично об этом говорю, и здесь я занимаю не журналистскую позицию, а такую гражданскую. Для меня это авторитет номер один. То есть и политик, и общественный деятель, и мыслитель, в общем, во всех смыслах номер один.
Но это не значит, что нужно как бы это учитывать. Отвечайте, как считаете нужным, да? Ваше отношение, что пошло не так? Где у вас возникли разногласия? И как дела на сегодняшний день обстоят? Ну, понятно, с учетом того, что он находится в заключении. Айрат Ахафович политик с большой буквы, я с ним вообще никак не спорю с его статусом. Он статусный политик, 30 лет как бы в движении, башкирском национальном движении. Это большой промежуток времени, очень уважаемый. Но он же сам озвучил, что он башкирский Навальный. Так. А вектор Навального – это западный вектор, а я на Запад не смотрю. То есть мы, когда начинали с ним пересекаться, он сразу знал, что я Юго-Восток. Ну, то есть, так, это очень важно. Да, и Казахстан. То есть я в экономических проектах юго-восточного направления, это и Китай, Япония, и Казахстан. Нет, экономических вопросов никаких. Тут, как говорится, надо пользоваться тем, что рядом, что удобно и так далее. Но с точки зрения политических институтов, прав и свобод, демократических ценностей, у вас получается в этом разногласие? Да, только в этом. Ну, то есть, я, опять же, как понимаю, то есть вы против свободных выборов, вы за что? Ну, мы пока хотя бы за сотрудничество Тюрксой. Окей, сотрудничать никто никому не мешает. Как бы в той же Европе страны живут без границ и являются чуть ли не одним государством. И мне интересно все-таки с точки зрения построения политической системы. То есть нет выборов, нет самоуправления, нет ничего, есть деспотия, так что ли? Давайте я пока не буду отвечать на этот вопрос, потому что это все по мере будет обсуждаться. Ну да, я же пытаюсь понять, в чем разногласие с Дильмухаметовым, как бы исходя из этого просто пытаюсь. Ну, я не признаю все его западное. Ага. Это немножко, нет, не то. Нет никаких выборов, я не верю в эти выборы, я не верю в эти... Ну как, у нас же тоже, по сути, выборы есть. Ну, нет, они у нас же существуют формально. Вот спектакль, выборы. Формально. Вот последние выборы Хабирова, там кто выбирал у нас? Динозавр пришел, там великан пришел, вот спектакль. Ну это же спектакль, они демонстрируют спектакль. Наши выборы на полном серьезе обсуждать нет смысла, я согласен. У нас нет выборов, но есть в мире, существуют эти институты, и они работают, и приводят в том числе иногда к неожиданным результатам, которые вроде не нравятся, но куда деваться. Это выборы. Я имею в виду победу, например, правых популистов в некоторых странах Европы. Ну, я не верю в такие. Если честно, я не верю пока. Может быть, когда-нибудь поверю. Как бы не обязательно, я же не настаиваю, что нужно поверить. Просто я пытаюсь понять, какая альтернатива. Я, например, других альтернатив, достойных, скажем так, не вижу, потому что, по модели Туркменистана, мягко говоря, развиваться не хочется. Потому что если не выборы, если не институты гражданского общества, то Туркменистан, уж извините. Курбангулы Бердымухамедов и вот это вот все безобразие. Или это нормально, или это правильно? Не знаю, как там. Как там? Ну, а мы к чему стремимся-то? Какая модель для нас подходит, по вашему мнению? Давайте приблизительно хотя бы. А? Давайте в следующем выпуске пообсудим. Я подумаю. Ага, хорошо. Так. Как пишет наш зритель, кстати, очень вовремя он свою мысль сформулировал, напомнил на самом деле известный принцип. Нет ничего хорошего в демократии, но ничего лучше не придумали пока. По-моему, Уинстон Черчилль говорил это, либо ему это приписывают, не суть важно, главное идея. Это мой взгляд, я здесь его не навязываю, не настаиваю, я понял, что у вас немного другая точка зрения, но какая именно, мы, я думаю, разберемся как-нибудь. Если все-таки получится. По майских событий. Да. И суда Орска. Хорошо, вы хотите вернуться к этой теме, тому, что в Орске, в частности, вынесли, например, первый приговор Ильшату Ульябаеву, да, в частности? Орск от меня 60 километров, поэтому я 18 июля 2024 года была одним из, получается, слушателей
Как раз на по его первому процессе. уголовному делу Ильшату Гибаеву. Мгм. Это надо понимать. Мы как бы баймакские, ну, как бы Сибай на территории Баймакского района же, мы немножко друг друга знаем на лицо. Я его никогда не видела в общественных никаких движениях. Ну, он самый крупный фермер, естественно, ему это было некогда. Да. Он один из крупных и состоятельных, ну, как бы скотоводов, да, то есть умысоделие, мясо-молочная продукция. Да. Отец 8 детей. И мы там пересеклись с супругой его в зале заседания. Но он, по ее словам, он поехал только своих мальчишек, ну, коллег по работе домой привезти. И он попал случайно. А то, что там уже как выбивали признание, уже никому не секрет. Мгм. Поэтому его тоже подводили к мысли, чтобы на мобилизацию. Но, тем не менее, вроде пока он не ушел. Да. Тут Да. добавлю, что за 5 минут до заседания появился человек кавказской национальности, он тоже был слушателем. Ну, типа, и как, выглядел он как аватисяны, как бабаяны, да, вот. И после того, как суд закончился, ему огласили приговор, он следом за ними ушел. То есть какие-то странные, не относящиеся к семье, посторонние люди. Ну, наверное, не посторонние, потому что когда он в суд заходил, там совершенно было без проверки документов, что я тоже подметила для себя. То есть заходит как к себе домой в судебные инстанции. То есть кто-то просто смотрит и наблюдает. И смотрящий, можно сказать, молодой человек лет 25-30. Кавказский Мгм. национальности. А это о чем может говорить, по вашему мнению? Ну, наверное, кто-то курирует, смотрит. Мгм. А вы не знаете, что такое 242 квартал Орский? Нет, про Орск я мало что знаю, кроме того, что он должен был быть Оренбургом изначально. Да, это первый Оренбург, вы совершенно верно. Его построили на месте города Намжан, портовый город, предыдущий название. Мгм. Там же он же находится в 150 километров от города Актубе, и получается, это азиатский такой этот. И город Гай тоже, кстати, рядом построен. Он такой же, как Сибай, такой же карьер. В Магнитогорском институте у студентов есть присказка «Сибай, Гай и Учелы, на Урале три дыры». Так, я слышал даже. Поэтому Гай Надо в же. честь армянского полководца, который рубил автохтонов в революцию. Гай. Мгм. То есть и армянский криминал как раз в Орске он и хорошо засел, как на таможне. Мгм. Это немножко связано с криминалом, который контролирует. Вот когда у нас лошади пропадают, почему-то они оказываются не у казахов, а почему-то у кавказских. Под То есть охранниками. вы утверждаете, что криминал, такой банальный криминал, как там раньше, он до сих пор процветает, и никто с ним не Конечно. борется? Конечно. Там надо, если у тебя пропал табун лошадей, надо заходить в Орский 242 квартал и спрашивать, смотрящий по черным. Мгм. А как же, я задам, может быть, такой наивный вопрос, но должен задать. А как же силовики, которые у нас везде за всем следят, которые могут легко поймать любого за плохой пост, по их мнению, да, оштрафовать там на 30 тысяч рублей за дискредитацию, за сочувствие, за репост, за лайк. А тут что, как говорится, это же не иголка в стоге сена, это же табуны лошадей. Или они с этим не борются? Они в доле, походу. Ага. То есть, ну да, если ты в доле, если у тебя есть интерес, то бороться с этим нет никакого смысла Ну, практического. по 100 лошадей пропадает. Это же не сказки. Это же реальные уголовные дела по пропаже. У нас никто не найдет этих лошадей, потому что там... Мгм. Я вас понял. Ну что ж, наше время истекает. Поговорили мы сегодня о том, о чем, как говорится, смогли, о чем успели. Есть неотвеченные, скажем так, нераскрытые темы. Ну, это повод, может быть, собраться в обозримом будущем еще раз. Можно добавить пару? Да, пожалуйста, еще пару минут легко. Мгм.
Ну, почему, например, я очень поддерживаю Фаиля в том плане, что он как башкирский лидер все равно, но я не одобряю его проект, который там нет цели. Если они постоянно катались в Казань, и он как бы мусульманин, мусульманский такой проект, Идель Урал поддерживал, получается, как и Руслан Габасов, в принципе, то мы в проекте «Исторический Башкортостан» и мы не нашли. Но, тем не менее, если взять вот как распиарили Фаиля Алсынова, да, случись он в предвыборной кампании где-нибудь, окажись он среди Харрисона или Трампа, мне кажется, и тот, и этот кандидат Америки бы уже Фаиля Алсынова узнали. То есть он такая личность уже распиарена. Я усекла это, что на бразильском где-то блогере про баймакские события сказали, что в американских, что вот в арабских странах, да, там Сирии, да, там, они знают, кто такой Фаил Алсынов. И Так это случилось, чревато. да, да, да. Баймакские события, они были очень распиарены, и это вот в некоторых пабликах я читаю, что это пантюркизм, там где-то боскурты, с кем-то какие-то связи. Ну, Ну это, так мне кажется, это же одна из идеологем пропаганды. Это же пытается государство внедрить в сознание, что смотрите, вы стали, значит, побегушками, скажем так, у вот этих вот врагов из-за рубежа, из Турции, да, например. ну, это такой бред, конечно, но мне кажется, там, если были провокаторы, то это было, может, даже и специально сделано, но это сделано над государственными транснациональными организациями, не имеющими ни названия, никакого юридического определения. А цель этого всего была, чтобы привлечь внимание на Башкортостан. Что Мгм. башкиры, вот юго-восточные башкиры, как Диана Демидова говорила, вот я приехала в Баймак, а оказалась в Казахстане. То есть у Мгм. нас менталитет такой же, как у казахов и кыргызов, я вам только что сказала, национальный культурный код. То есть Башкортостан – это такая мини-Казахстан, да, то есть поэтому нам, я вот сюда вот как бы ближе к Яику Тяготеете. и, Ага. вот, ну, и на Каспий, да, вот как бы вот мне вот это вот. И на сегодняшний день, только как возле памятника Салавата Юлаева все это раскручивается, Мгм. и это будут такие же баймакские события, только вторые. И если, почему? Потому что если для кого-то Салават Юлаев это бандит и э, мошенник, как кто-то отзывается, то для нас это последний король. Салават Юлаев из аристократической династии, и он же за свои земли поднимался, это же Асаба за свой суверенитет, а суверенитет – это его территория, там же были и заводы, и металлургия в Челябинской области, они, получается, Демидов просто приватизировал Салават Юлаевские месторождения и Мгм. заводы. И Салават Юлаев последний хан Башкирской Орды, он последний король. И убрать память, стереть вот в виде Салават Юлаевского памятника, это будет... Там народу больше, мне кажется, соберется, чем в Баймаке. И зря это не учитывают. Ну да, здесь нельзя не согласиться. Все-таки задам вопрос из чата, тут вдогонку к тому, о чем вы сказали. А что вы думаете по поводу сноса бюстов Заки Валиди, собственно? Ну и тут и памятник Салавату Юлаеву упоминается. Я не валидовский проект. Ну, неважно. Потому что Есть личность Ахмед Заки историческая. Валиди, он отдал Башкортостан под федеральный центр. А то, что находится мы сегодня живем под федеральным центром, вы сами видите у нас. С нами не считаются как... Но он же при этом создал как-никак автономный Башкортостан, которого не было до этого вообще. Ну, по крайней мере, последние 200 лет. Ахмед Заки Валиди присоединился к движению, башкирское национальное движение, вот 100 лет назад, а первым основателем были Аллаберды Ягафаров, это вот, который я живу сейчас в этом поселке, где он жил, Ага. и еще несколько человек. Это были оренбургские башкиры, оренбургская аристократия. И поэтому тема сохранения Асабалыка, своей древней башкирской, это проект Курбангалиева, братья Курбангалиевы, которые ушли в Японию и там уже создали мечеть и диаспорально там проживают. Поэтому я уважаю Ахмед Заки Валиди как одного из основателей Башкортостана, но то, что сносит, наверное, ну, могли бы оставить, конечно, но немножко для того, чтобы мы вернулись в Башкортостан настоящий, наверное, пока устранение памятников, может быть, и так должно быть.
Ну, то есть можно пережить, да. Отвлекают. Я понял вас. Ну что ж, теперь точно завершаем. Я напомню, что общественный деятель, активистка Альфия Узенбаева была у нас в гостях программы «Аспекты мнений». Друзья, пишите, что вы обо всем услышанном думаете в чате, в комментариях. Если вы будете смотреть нас в записи, не забудьте поставить также лайки. Вам, Альфия, спасибо. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.